Я, судья Кокшетавского городского суда из Мухамедова, принимаю эстафету, начатую председателем Акмолинского областного суда Амировым Досшаном Сарманкуловичем во знаменование юбилея Абая Кунанбаева. Отрывок из поэмы Абая Кунанбаева «Искандер». Из-за ворот раздался голос строгий: «Кончай стучать, тебе здесь нет дороги. Ты жил и правил на земле безбожно, а здесь дорога праведников к Богу». «Открой, слепец!» — царь задохнулся в крике. «Я самый всемогущий и великий, я Искандер, царь всех царей известных, а не какой-то праведник безликий. Чем хвастаться своей кровавой властью, ты укрощал бы лучше злые страсти. Не велено пускать тебя в ворота, ты не приносишь человеку счастья. На всех мне предназначенных дорогах я приносил страданий людям много. Так подари мне что-нибудь такое, чтоб я в дальнейшей жизни помнил Бога». Из-за ворот перед царем на камни упал какой-то узелок из ткани. «Возьми подарок, он тебе поможет разгадкой тайны увеличить знания». Царь к воинам довольный возвратился, взглянул, что в узелке, и возмутился. Там кость была, простая кость лежала, и даже цвет ее не золотился. Кто гостя в дом к себе не приглашает, кто в подарок кости преподносит, тот недостоин называться Богом. И царь с презрением кость на землю бросил. Тогда у всемогущего владыки в товарищах ученый был великий. Поднял он кость, отброшенную в гневе, и обратился к грозному владыке. «Кость эта, Искандер, подарок Божий. Когда ты на весы ее положишь, все золото казны твоей богатой перетянуть такую кость не сможет». Был Аристотель Искандеру верен, но царь не смог его словам поверить. Нашли весы, и сам владыка взялся вес кости весом золота измерить. Он на весы кидал, как будто в бездну, и золото, и даже меч железный, но кость перетянуть не удавалось. Все ухищрения были бесполезны. Не пряча злости и недоумения, царь крикнул Аристотелю в волнении: «Придумай что-нибудь, чтобы прекратилось такое непонятное явление». Ученый подошел к весам и просто на кость стал сыпать землю, горсть за горстью, и золотом наполненная чаша перетянула сразу чашу с костью. У Искандера голова шла кругом. Он на весы смотрел почти с испугом, но, отведя ученого в сторонку, узнал, в чем суть от мудреца и друга. Простая эта кость коварней яда. Любых сокровищ мало нашим взглядом, и только тем, кого зароют в землю, ни серебра, ни золота не надо. У ненасытных глаз большая сила, слепая жадность многих погубила, но самых бедных и богатых самых уравнивает скорбная могила. Не гневайся, что эти Божьи дали согласия душе твоей не дали. Ты ждал подарка и узнал такое, о чем другие вряд ли догадались. Поникла голова у Искандера. Бог наказал меня. Я был не в меру властолюбив и жаден. Сделав вывод, царь повернул на родину аскеров. История кончается на этом. Но выслушайте несколько советов. Довольствуйтесь одним необходимым, чтоб жадность вас не погубила где-то. Старайтесь быть простыми в жизни сложной. Не радуйтесь своим успехам ложным. Забывшие о совести и чести в глазах других людей всегда ничтожны. Не хвастайтесь судьбу свою и тоже. Бахвальство вашей славы не умножит, но вслед вам кто-нибудь однажды скажет: от дураков таких избавь нас, Боже.
Самих себя одни безумцы славят, а умный даже не стремится к славе. Достойного всегда увидят люди, и Бог его в печали не оставит. Перевод с казахского Алексея Шанта. Спасибо за внимание. Передаю эстафету коллегам судебной системы Акмолинской области.